Машдуалса Хамсаднокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И в гостях у меня сегодня Танзила. Добрый день, дайте каш. Так, я сегодня решила, я не то что решила, я сегодня должна была сделать, помните, я вам говорила, куриный люля-кебаб у меня заказ был, мясные люля-кебаб заказ и котлеты по-киевски. И сегодня как раз должна была их сделать, и просто на мое счастье приехала Танзила, у нее часа 2-3 есть. Может быть, приехала отдыхать, но будет работать. Но я ей фарши все приготовила, и сейчас мы будем снимать. Тем более меня просили показать, как мы делаем люля-кебаб. Так что я буду за оператора, а Танзила будет работать. Ну вот как-то так. Значит, мы сегодня делаем люля-кебаб. И смотрите, у меня заказ на 20 штук люля в замороженном виде. Здесь у меня 2 килограмма фарша, но ингредиенты в описании я оставлю на килограмм, чтобы вам было проще. А сейчас я тоже буду, наверное, проговаривать как на 1 килограмм, да? Да, потому что этот же ролик нужен Танзиле для своей группы в Телеграме. Так, ну что, будем сегодня делать люля-кебаб. Значит, тут говяжий фарш, килограмм. Если бы мы делали их как не по заказу, то туда нужно было добавить бараний жир. 200 грамм. Но у нас заказ без жира. Они не хотят, заказчики не хотят. То же самое же зелень. Кто-то любит кинзу. Вообще кинзу надо добавлять. Да, по идее должна быть кинза, но кто-то кинзу не любит. Поэтому вот так вот. Значит, килограмм фарша у нас идет. 300 грамм лука. 300 грамм лука. 200 грамм жира бараньего, если вы любите. Одно яйцо. Чайная ложка соли. Чайная ложка соли с горкой. Хмели-сунели, пол чайной ложки. Пол чайной ложки хмели-сунели. Чесночный перец. Чесночный перец, И пол чайной время, ложки. вот я нашла приправу, она мне очень нравится. Букет И вот кавказских такая трав. вот приправа. Но она известная. Букет, ну и типа несложная. Букет Чайная кавказских ложка. трав. Очень вкусно пахнет. Ну и хмели-сунели очень И пахнет. зелень чуть-чуть. У нас сегодня укроп. Ну, тоже желательно, кинзу. желательно петрушку. Кинзу или петрушку. Но у нас, к сожалению, нет петрушки, а кинзу, в принципе, на любителя. Ну все, теперь это все она тщательно перемешает. Просто у нас тут на 2 килограмма, поэтому так. А для вас мы рецепт проговорили как на килограмм. Ехте. Иногда. Но не во все же блюда их надо делать. Да, записывай, Диджо. Так, короче, тщательно перемешали фарш. Теперь его нужно очень тщательно отбить, чтобы люля не трескалась. Минут 7-10 даже нужно отбивать. Можно перекрутить 2 раза через мясорубку. Можно еще, если вы хотите, Танзила, мы, правда, не делали. У Танзилы нет блендера, да и не блендера, а этого. Нет. Обычно говорят, как ее? Планетарный миксер. У меня же есть. У тебя есть? Вот ты не отбивал, мясо не отбивала, попробуй один раз. Говорят, как хорошо нет, этим. Да, Я же сама покупала. Этим крюком. Хорошо, говорит, отбивается. Да, попробуй. Как ты... Отбивать тогда, так говорит, не надо. Ты же хотела, чтобы я торты начала, сама же купила. Так, ну и вот так вот тщательно нужно отбить. Если, в принципе, по желанию девочки, можно 2 раза перекрутить через мясорубку. Можно погружным блендером тоже с крюком обработать мясо, говорила. Можно, если хотите. Ты тщательно отбиваешь, чтобы вот такие вот волокна пошли, связь пошла. Вот много раз, минут 5-10 нужно отбивать. Так, ну все, Танзила тщательно отбила, значит, это мясо. Пока вот пойдут вот такие вот волокна связующие, такие, белок выделяется. И вот так, ты руки тебе, или я подниму, вот, то не видно. И вот так вот формируется, видите, люля-кебаб. 150 грамм у нее одна вот эта вот штучка.
По желанию можете одеть на шпажки, но мы обычно всегда, во-первых, замораживать очень сложно со шпажками, потом отправлять. По заказчикам нам сложно со шпажками. Руки вот так вот вымачиваете в воде, чтобы лепить было легче. И поэтому шпажки мы уже одеваем после того, как наши люля-кебаб в духовке обжарятся. У тебя есть этот рукав? Есть. Хотела один тоже метод показать, может кому-то интересно. Как лепить? Да. Есть. Скажи. Так, ну и вот еще один метод, как можно сделать люля. Это пищевая пленка. Вернее, не пищевая пленка, а рукав. Вот так вот вы можете придать форму. Как? Какой лучше? Не знаю. Наверное, это эти вот такие вот получаются более широкие. А это как бы как палочка. А? Кому нравится? Туда еще можно, сейчас, подожди, я принесу палочку. Минуточку. Так, можно вот так вот полоски сделать. Нет, я хочу полоски. Вот так вот полоски сделать. Можно и одеть. Можно и одеть. Но это неудобно. Но если одевать, то уже нужно палочки сначала смочить водой. Ну, ты делаешь ее, короче, вот тут вот, чтобы было видно поближе. Так вот сделать углубление. Намочить надо палочку тоже, чтобы... Если хотите, Танзила не любит этого делать. Мне не нравится. Мне неудобно просто с этой стороны. Так, ну вот наши люля готовы. Они идут в заморозку, друзья. Получилось у нас из этого фарша 20 штук ровно. Но мы сейчас сделаем еще 1-2 штучки, чтобы показать, запечь в духовке и показать вам. Так, ну вот, дело в том, что, друзья, у нас люля без жира идут. Поэтому они не такие сочные, как должны были быть. А так, ну, в принципе, они все равно, видите, они сочные. Но если бы был добавлен жир, то они были намного бы сочнее. Вот так вот. Значит, сейчас Танзила будет готовить люля-кебаб куриные. Значит, у нас тут куриная грудка. В описании я оставлю на 1 килограмм, а у нас по 2 килограмма здесь всего сегодня. На килограмм 250 грамм лука. Угу. Здесь вот один болгарский перец. Погромче. Зелень. И то же самое же, как и на мясные люля. Чайная ложка соли. Но тут мы не добавляем ту приправу. Здесь уже сухая аджика. И приправа трав не добавляется, просто добавила Танзила сухую аджику. Если ее нет, то просто приправа для курицы. Ага. Соль, хмель и сунели. И здесь же нужна паприка. Ну, мы в описании все оставим. Да. Яйцо я не добавляю. И то же самое тщательно перемешивается и тщательно отбивается. Так, ну и вот мы теперь снова... Опусти руки, пожалуйста. Формуем люля-кебаб. Руки смачиваются в воде, чтобы легче вам было. Паприку добавляем для цвета. Да, паприка добавлена сюда для цвета, чтобы чуть-чуть... Ну, они бывают бледные слишком, если без паприки. И вот так вот, 140 грамм, 130 грамм, как хотите. Дома можете и побольше сделать. Но обычно 140, 130, 150. Яйцо я не добавляю. Вот. Если хорошо отбить, они... Яйца не надо, да? Да, не трескаются. Ну вот, получилось у нас... Сколько получилось? 16? 16 штук. Надо будет нам еще 4 штуки доделать. Ну и, наверное, штуки 2 мы пожарим и покажем, какие они получатся. Значит, нам надо еще фарш сделать.
Так, ну вот, девочки, готовы наши куриные люля. Получились очень вроде бы красивые, дай ручку. Так. Видите, какие мягкие. Так, а ну-ка. Где тут? Вот такие вот сочные. И очень вкусные. Пробуйте, готовьте. Тоже я шпажку не одела. Ну-ка, я просто положила без шпажки. То же самое, но сейчас я вам покажу. Вот на шпажке, да? В принципе, там ничего такого и нет, что прям. Шпажку с любой сможет, мне кажется, да? Как я сказала, в принципе, можно взять и до запекания. Но потом замораживать и замороженные отправлять с палочками сложнее. Вот так вот. Так. Ну вот, не знаю, телефон говорил, что зарядки нету. Вот так, короче, друзья. Очень красиво. Подавать можно на большом блюде. Можно подавать вот люля, котлеты по-киевски, мясо по-арабски, ну, курица по-арабски. Можно в одно блюдо. А можно наоборот даже, знаете, большое блюдо. С одной стороны куриное, с другой стороны мясное. Ну, также можно овощи запеченные. Ну, украсить красиво блюдо. Может быть, как-нибудь и покажем.